Ассаляму алейкум. Это проект «Миркес», и мы вновь обсуждаем актуальные для крымского, крымско-татарского общества темы. Каждый метр крымской земли – это культурный слой нашей истории. Находки археологов, историков порой поражают масштабом и значением. Древний Крым никогда не был периферией, он был частью больших историко-культурных процессов. Однако сегодня иные приоритеты. Полуостров ценен метрами коммерческой земли, а наше прошлое для отдельных субъектов – лишь препятствие в реализации их бизнес-планов. Под ударом остаются старые мусульманские кладбища, архитектурные памятники. Одним словом, все то, чем Крым интересен и привлекателен. Готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я просмотрела много различных источников и среди прочих нашла доклады экспертов по историко-культурной экспертизе российской. И они отмечают, что в период с 2015 года по 2020 год в России наблюдается такой просто массовый такой процесс уничтожения либо разрушения архитектурных памятников и вообще культурно-исторических памятников. Среди прочего, эксперты называют несколько причин, и среди прочего, прежде всего, антропогенное влияние, то есть влияние человека на эти памятники. Эмильбей, для Крыма подобные причины точно так же актуальны, либо у нас есть еще какой-то дополнительный набор угроз для наших крымских памятников, для наших историко-культурных памятников? В принципе, набор действительно, он везде одинаков. Единственное, что хотелось бы отметить, что в плане Крыма, несмотря на то, что законодательство и крымское, местное, и, в принципе, федеральное в области охраны памятников, оно достаточно все четко регламентирует, оно достаточно жесткое. Другое дело, как мы знаем, что суровость законов, она не всегда у нас, компенсируется их исполнением. Да. И в этом случае Крым как раз очень большая проблема, потому что здесь, как раз в Крыму, в большей степени не исполняется ни законодательство, чаще всего в сфере охраны культурного наследия, ни в сфере археологических исследований и так далее. Это, прежде всего, конечно, связано большей частью с какими-то частными лицами, частными застройщиками. Например, у нас есть очень положительный опыт такого города, как Азов, средневековый Азак, Тана, где, в принципе, никто просто лопату себя в огороде воткнуть в землю не может, чтобы выкопать там туалет или погреб, без того, чтобы не провести там археологические исследования. За этим все четко следит. И, например, Азовский музей, заповедник, они, в принципе, проводят беспрецедентные археологические исследования, охранные как раз в этой области. То, чего, на самом деле, многим крымским городам, которые с Азаком стоят наравне, кое-где даже перевешивают в плане сохранения культурного наследия. Нам этого и не снилось, на самом деле. И это у нас везде. У нас и местная, к сожалению, власть практически игнорирует многие вопросы, связанные с экспертизой, с проведением охранных археологических исследований, с проведением просто каких-то разведок, определением зоны, границ культурного слоя, выяснение вообще есть памятник, нет памятника. То есть это в принципе игнорируется большей частью на местах. Почему в одной части Крыма возможно такой контроль муниципалитетов, городских властей, а в других частях Крыма нет? Это зависит от ценности, коммерческой земли, от расположения, от каких факторов? В какой-то мере это зависит, наверное, от названной вами причины. В какой-то мере это и человеческий фактор. Где-то есть люди, которые следят за этим, они переживают за это культурное наследие. Ответственные бюрократы. Есть, такие ответственные бюрократы. Есть люди, которые вообще считают, что культурное наследие, оно, в принципе, что такое культурное наследие? Да зачем мы его будем сохранять, если здесь можно что-то новое построить и заработать на этом и так далее. И такое сплошь и рядом, к сожалению. И большей частью, как мне кажется, у нас действительно срабатывает вторая ситуация, нежели первая. Экономический эффект важнее исторической памяти. Да, такое чувство, что у многих руководителей на местах именно такое отношение, да. Скажите, депортация, насколько она повлияла на ту ситуацию, которую мы имеем сегодня с нашими памятниками?
тут же надо понимать, что депортация повлияла в принципе на все наши сферы жизни. Да? Последствия депортации. Да, последствия, да. И научная в этом плане, наверное, одна из таких серьезнейших потерь. Я не говорю про человеческий фактор, потому что людей мы потеряли, да, это самая большая потеря. Но мы потеряли в науке, в образовании. Мы практически отстали на все вот эти годы депортации, мы отстали от всех остальных, извините, да, народов, там, представителей других этнических сообществ Крыма. И в плане археологическом тоже. Эти объекты, они никому не нужны были. Они потеряли свою ценность, они потеряли своего исследователя. То есть не сформировалось, и в Крыму не сформировалось ни школы фактически, да, там, по археологии, как ее сейчас говорят, османской археологии или археологии Крымского ханства, там, или археологии Золотой Орды. У нас же не было этих специалистов. У нас археологией Золотой Орды занимался государственный Эрмитаж, это питерская школа. А в Крыму, да, то есть, они пришли, они много сделали, но не было местных ученых. Да, все эти местные ученые, Боданинский, Акчук-Раклы, и помогавшие тогда им, и взявшие, по сути, на себя большую роль в плане как бы учительства, обучения, там, Башкиров, Бороздин, Засыпкин. Это же все тоже не крымские люди. И они все пострадали. Они же в 30-е годы были репрессированы, кто-то был сослан, кто-то там расстрелян, да, чью-то судьбу мы до сих пор, в принципе, не знаем, как сложилось. То есть они просто пропали. И вот 30-е годы, и потом 44-й, да, эти последствия депортации, они наложили свой отпечаток. У нас нет школы, которая изучает этот памятник. Эти памятники не изучались, по сути, никому были не нужны, они были бесхозны в научном плане, в памятникоохранном плане. И поэтому вот имеем на данный момент то, что имеем, по сути, ничего. Нариман Оджа, нынешнее состояние уже выявленных объектов, выявленных историко-культурных памятников? Я в дополнение к тому, что сказал Эмиль Оджа. К сожалению, мы не можем похвалиться тем, к сожалению, что живем в обществе, в целом для которого все памятники, тем более у нас на территории Крыма масса просто мирового уровня памятников, они одинаково ценны для всех слоев этого общества. Есть вот, кстати, классификация по ценности? Абсолютно. Мы видим на многочисленных примерах. И во многом это результат был события, которое в 1944 году произошло. Практически 40 лет крымские татары, в абсолютном забвении, в меньшинстве в Крыму, потом возвращение, все это очень драматичный период, тысячи памятников просто потеряны, но об этом можно бесконечно говорить, но результат следующий. Я буквально вчера, готовясь к программе, я посетил наш бесценный Бахчисарай, одну из столиц. В Крыму много столиц различных государств, но в данном случае столица Крымского ханства, государство, существовавшее 350 лет. Посетил любимое мной место расположения первой ставки крымских ханов – это Девлет-Сарай в Салачике. Так вот, огромный поток, речь идет о десятках тысяч людей, а в течение года там, видимо, миллионы проходят по Куспенскому монастырю, дальше в Чуфуткале, и абсолютная, так сказать, пустота в плане посетителей на территории Салачка. Но здесь мирового уровня памятники. Здесь Богом сохраненный мавзолей первых крымских ханов, автентичный мавзолей, в котором покоится Хаджи Герай, Мегли Герай, основатель города Бахчисарая, Сахиб Герай. Во всяком случае, хотя бы раз в год можно какое-то внимание этой личности уделить просто жителям всем, чиновникам этого города. Так? Он является основателем этого города. И лежит реально, у нас даже есть описание свидетеля его, похорон. Это реально он был похоронен в этом вместе с отцом и дедом. Да? Здесь же Зинджиралы Медресе, 500-летние высшее учебное заведение, казалось бы, так хорошо характеризует и Бахчисарай, известен на весь мир. Да? Известен на весь мир, но меньше всего, наверное, посещаем, местность... и закрыт замочек там, и, насколько я понял, постоянно там замочек. И это, в принципе, история долгая, это уже десятилетиями длится, это все мы уже даже привыкли в некотором роде, да, уже радуемся, что если просто на месте стоит объект, нет угрозы его уже реальному такому уничтожению. Дальше, могила Гаспринского, опять же здесь. И можно продолжать этот ряд.
И все, вот этот поток, десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые приходят рядом. Почему? Объекта не Потому что- существует, как объекта вот, туристического, постоянного. Можно, конечно, купить билеты в Ханском дворце, если вы наберете группу, а вы не наберете группу, если вы специально не подготовитесь и не приедете в Бахчисарай для того, чтобы посетить именно Давлет-Сарай. В таком случае вам дадут проводника, наверное, в Занчарловый медресе вы не попадете. Крымско-татарские памятники истории, Поэтому они вот- не входят в список духовных скреп? Вот нету понимания и у власти, и у чиновников, что это все одинаково важно. И херсонесские развалины театра, все это, и Успенский монастырь, и в том числе вот первая столица крымских ханов, да, с этими медресе, с этими мечетями, с этими могилами Гаспринского, казалось бы, мировая величина Гаспринский. Как часто чиновники навещают его могилу? Как часто, я не знаю, многочисленные туристы, даже просто участники конференции многочисленные, посещают это место. Вот если бы часто это происходило бы, наверное, это место выглядело сейчас по-другому. И вот я надеюсь, мы коснемся темы Калга-Султана. Вот именно угроза сейчас Калга-Султана это показывает. Это результат непонимания. То есть люди не понимают, что это очень важно. Это просто вызов общественности, если мы начинаем застраивать такие территории. И таких примеров очень много. Очень много. Я поняла вас. Эдембей, Ханский дворец, наш Бахчисарайский Ханский дворец, мне кажется, это такая главная наша историческая такая культурная мекка, да, если такие параллели можно говорить. Мы уже пережили историю с ней, пережили в каком смысле? Мы видели, что происходило, как этот процесс реставрации происходил. Следующие попытки вот с Калга-Султаном связанные, с прочими прецедентами, которыми кишит просто наш полуостров, это продолжение истории с Ханским дворцом? Давайте мы назовем это своими именами. Эти противостояния цивилизации автохтонного Крыма, который сегодня вытеснен на обочину, еще с XIX века вычислен на обочину, и только незначительное время в 20-х годах появилась вот эта вот идеология коммунистическая, на первом этапе романтический коммунизм, безимперский коммунизм, где, в принципе, права народов были как бы поддержаны, и поэтому мы получили тогда автономию. Все последующие годы, в принципе, мы не вписывались в мифологию, в идеологию вот этого, образно его назовем, русского мира. Да. Достаточно сказать, кто сегодня у власти в Крыму. Те, кто на идеологии русского мира построил карьеру. Поэтому состояние, вот то, что сейчас сказал Нариман Бей, ведь прежде чем, я немножко отойду назад, прежде чем Занчарлы медресе превратился оказался на обочине, закрыли выставку, убрали смотрителей, убрали людей, которые там проводили экскурсию. Сказали, что это невыгодно. Я вообще удивляюсь, в каких это пор с музеев стали искать выгоду. Это вот делает современный человек, который сегодня возглавляет вот этот музей Ханского дворца. Вот в целом весь музей. То есть у нас нет Устинина Ботанинского там. У нас нет Марии Кустовой, которая в 1945 году это все спасла, придумав миф о том, что это строили рабы. И сейчас этот миф в исторических справках до сих пор российских проектов, где четко пишут о том, что в Ханском дворце построено за счет... Он имеет вот такие вот архитектурные особенности, и там иранский след есть, и все. Они построили, потому что строили рабы. Поэтому основная беда наша в том, что вот это противостояние, так сказать, автохтонного Крыма, который вытесняется на обочину, точно так же, как и памятник в Сюрене. Из центральных площадей масс вытеснены туда на обочину. Вот идите там 18 мая и плачьте. Вот общее видение сегодняшнего Крыма у властей. Поэтому и в Ханском дворце, конечно, основная проблема в том, что туда не приходят профессиональные реставраторы, боясь санкций, боясь потерять лицо в структурах ЮНЕСКО. Да. Туда приходят фирмы, и проектные в том числе, которые имеют в том числе и лицензию
на реставрационные работы. Вот поэтому мы имеем сегодня абсолютно безликий Большую ханскую мечеть, где уничтожили элементы культурного наследия, заменили его вот на этот новодел из Испании. Я не раз говорил о том, что вот в Кижах они ведут реставрационные работы, и там они аутентичный материал сохраняют до 60% и хвалятся с этим. А здесь аутентичный материал уничтожается, заменяются какими-то палками современными по системе, по системе USB, и говорят, что и так и должно быть. То есть общая тенденция сводится к тому, что сегодня власти вот запихнули нашу историю куда-то на обочину, она неинтересна. Где-то там, если бы это было на периферии, например, о Калга-Султане здесь был разговор, да, то, наверное, бы его не тронули. Но в центре, вместо того, чтобы построить там вот наш краеведческий музей, в каком состоянии, да, вместо того, чтобы создать там проект, сделать архитектурные какие-то изыскания, вот эти вот литографии изучить, сделать вот тот же Эмиль Бей мог бы там провести археологические исследования, все эти шурфы сохранить и построить какое-то здание, которое бы, может быть, напоминало бы вот этот вот Калга-Султан в какой-то части, да, и перевести туда наш краеведческий музей, вот этого нет. А вот продать идеальная эту территорию, ситуация, это идеальная вот ситуация. получаем то, что есть. Ахтембей, вот мне казалось, что в Кизлеве ситуация несколько лучше. Мне казалось, что там есть опыт включения вот всех этих исторических памятников в современную реальность. И, простите за такое слово, но и эксплуатацию этих памятников в мирных целях. Да? Что произошло в Кизлеве? Что поломалось вот в этом тонком мире культуры и истории? Почему возник вот такой прецедент с мусульманским кладбищем? Причины этого я не могу видеть. Достоверно неизвестны. Достоверно они неизвестны. Предположения. Да. Предположения могут быть разнообразными. Здесь вариантов интереса этой территории очень много. Территория большая достаточно. Находится на въездной группе. То есть, возможно, она интересна для кого-то. Я не могу этого знать. Вот. Проблема кладбища, она же начинается задолго. То есть это кладбище существовало до момента депортации. То есть до 1944 года. Это было самое крупное кладбище Евпатории. Вот. В 90-х годах Нариман Агай Бадулаев, будучи депутатом, начал работу по восстановлению территории этого кладбища. На тот момент удалось ему установить там памятный знак, то есть там на данный момент установлен камень, то есть есть обозначение, что это территория Магометанского кладбища, как это в исторической справке в Краеведческом музее значится. Но довести до логического завершения для обозначения именно территории, закрепления в генеральном плане, работа не была доделана, доведена до конца. Поэтому имеем прецедент такой не совсем хороший, на сегодняшний день, когда эта территория пытается, некоторые чиновники пытаются ее использовать для тех или иных целей, то есть для застройки. В большей части для коммерческих целей. Да, там планировали построить, изъявляли, по крайней мере, желание построить ледовую арену, то есть ледовый каток, развлекательное, увеселительное заведение, оно совсем противоречит на кладбище, это абсурд. Территория кладбища намного значительнее, нежели сейчас территория, о которой идет речь. То есть геодезисты провели наложение, исходя из той карты, которая есть в Краеведческом музее, на сегодняшнюю карту города. Территория кладбища, она намного обширнее была изначально. И также там расположены рядом кладбища других конфессий. То есть эта территория использовалась для захоронения изначально. Всеми конфессиями. Всеми конфессиями, да. Но в 1944 году, после выселения крымских татар, видимо, уничтожены были надгробия, использовались в строительстве, в качестве брусчатки, скамейки из них, фундамент бутовали. Именно надгробиями. Были уничтожены также надписи, то есть те элементы, которые сохранились в надгробии, там уничтожены надписи. Там было обнаружено, я не помню, порядка 100 родовых гербов на этом кладбище числилось. То есть была проведена работа учеными. Что произошло, как, не знаю. Да? В какой момент что поломалось, неизвестно, да.
Мы не будем скрывать, что, собственно говоря, главным поводом для вот нашей сегодняшней дискуссии, конечно же, стал дворец Калга-Султана. Да, это вот такой вот, ну, я назову это спусковым крючком, да, нашей сегодняшней ситуации. Нариман Оджа, что это за памятник? Какова ситуация? Вкратце объясните зрителям, вот, чтобы они вошли, так сказать, в тему. Ну, сразу нужно сказать, что это как бы не выдумка вот современных крымско-татарских ученых. Вот. Речь идет о реальном дворцовом комплексе, который существовал на протяжении, там, предположительно, 300 лет, с конца 15-го, предположительно, до 1780-х годов. Вот. Выдумка даже не в самом дворце, а что именно он находился именно в этом месте. Все это имеет свое подтверждение. То есть уже с конца 1718 века мы видим четкие как бы вот привязку к местности, что называется, в работах известнейших того же Палласа. Да, академик Паллас, казалось бы, да, куда более авторитетный. В многочисленных планах, схемах известных отечественных археологов и европейских археологов. Более того, ну вот последнее, собственно. Возьмем генеральный план, историко-архитектурный опорный план города Симферополя, который был подготовлен в нулевые годы, и в 2011 году он был вынесен на обсуждение общественности. 2011 год. И был, собственно, одобрен этот план. Есть стенограмма всех выступлений. То есть ранее в современных документах мы уже зафиксировали на всех его. Документах, то есть это абсолютно... Сейчас начинаются какие-то разговоры, что это... То ли было, то ли не было. Да, передергивание. Миф якобы. На самом деле вот на этом генеральном плане четко указано место расположения, даже подписано. Дворец Калга-Султана. То есть никаких сомнений как бы в месте нахождения этого памятника. Более того, значит, в результате, то есть здесь, скажем так, находился комплекс, который по описаниям напоминал нынешний ханский дворец, выглядел несколько скромнее. Тем не менее, несмотря на то, что... Значимость его от этого не значимость от этого ни в коем случае не уменьшается, тем более для истории города. Вот в этом списке имена около 80 членов правящей династии, которые были хозяинами этого дворца. В тот или иной период. Да. Вот от 79-76 имен различных как бы списков фигурирует. Вот. Из этих вот около 80 имен 32 стали крымскими ханами. То есть, в принципе, сейчас Акмеджит, Симферополь не ассоциируется как вот город-герой. Да? Город-герой. На самом деле это второй был по статусу город, и здесь вот второй по статусу дворец, и, собственно, наместник, второй по статусу, по значимости лицо вот этой государственной иерархии, обязательно герой, то есть или из младших братьев, или из сыновей, племянников, он был хозяином этого дворца. Эти имена, тоже сейчас для общества нашего мало что скажут, но специалисты прекрасно в них как-то разбираются. Чего стоит имя Сахиб-Герая I, строителя в будущем нынешнего Бахчисарая. Между прочим, до того, как он стал Калга-Султаном, он был несколько лет ханом Казанским. То есть после того, как был ханом Казанским в начале 20-х годов, несколько лет был Калга-Султаном по Акмеджите, и после этого уже взошел на престол уже ханский и начал строительство в 1532 году города Бахчисарая. Даже одного этого факта достаточно, в принципе, было бы, чтобы очень внимательно относиться к этому месту. А здесь можно... Я не назову всех 79, но первый Девлет, четвертый Мехмед, первый Мехмед, Арслан, Каплан, второй Девлет, Ислам III, хорошо известный по событиям вот крымско-казацкого этого союза против Речи Посполитой. Да? Это все эти ханы, они были в свое время Калга-Султанами. Куда уж больше. Тем более, он участвовал в дипломатической переписке. И у нас в распоряжении сейчас десятки писем, которые были направлены и московским князьям и царям, и европейским правителям европейских государств, подписанные именно Калга-Султанами и написанные в Акмеджите богохранимом, как часто оформлялся нижний протокол этих документов.
Вот, у нас есть даже сейчас вот на руках один из таких документов. Первая половина 17 века. Это сын легендарного нашего хана Газигерая II, композитора, музыканта, поэта. Вот его сын Хусам Герай. И вот в конце этого ярлыка письма присутствует указание на место написания «Ахмеджид аль-Махруса». Ахмеджид богохранимый. Между прочим, Хусам Герай, как и его отец Гази Герай, был поэтом. Выяснено, что по меньшей мере 6 колга-султанов, они были поэтами. Да? Что говорит об этом дворце как месте, значит, развития различных центр искусств. Да. И, то есть, это место с многочисленных точек зрения, оно очень интересно, очень как бы выглядит настолько богато, настолько перспективно и для туристов многочисленных, что просто так вот так, знаете, позариться на это место и начать там строительство, это просто до сих пор мы не можем понять, что произошло. Между прочим, ряд десятилетий, вот после того, как пивзавод с конца 80-х годов переехал на новое место, то есть все прекрасно понимали, о каком месте речь идет. Что это святыня, что это в сердце как бы Симферополя, что рядом Неаполь-Скифский. Сейчас выясняется проблема вообще с охранной зоны Неаполя-Скифского, которая имеет федеральное значение. Там вообще метра земли нельзя выдавать никому. И вдруг сейчас высится это огромное гостиницу, напоминающее такое здание. Эмильбей, в 2 словах, какова ситуация на сегодняшний день, что с решениями судов, ну и вообще вот правовая, скажем так, история этого дела? Насколько вот, есть ли перспектива сохранить Калга-Султан? Так, ну, начнем давайте с конца. С конца. Значит, по поводу перспектив сохранения Калги-Султана. Значит, учитывая вот то грандиозное строительство, которое там развернулось вообще, да, непонятно чем подтвержденное там, или подкрепленное документально, я могу сказать, что культурный слой на части памятника уже уничтожен. То есть, безвозвратно. Ну да, ну, культурный слой это же не, там, не дерево, не зеленое насаждение, оно не может возродиться. То есть вот он есть, он сформировался, да, был там период существования объекта. Потом он был законсервирован там этим грунтом, и когда грунт снимают, соответственно, он уничтожается. То есть его восстановить невозможно. Это нереально, да. Вот, он безвозвратно утерян, бывает в таких случаях. Но, к счастью, пока не на всей территории эта стройка была развернута, и я надеюсь, что какая-то часть все-таки объекта сохранилась. Вот, что касается всех правовых, там, юридических, там, судебных вещей, тут, конечно, есть некоторая сложность в том, что я все-таки не юрист, а ученый, и я, конечно, отслеживал эту ситуацию по максимально каким-то доступным документам, которые тоже, кстати сказать, не все были в открытом доступе. Насколько я знаю, было судебное решение о том, что постройки возведены там незаконно, поскольку или статус земли, да, там назначение земли функциональное не соответствовало тому, что было сделано. Это решение прошлого года. Да, это решение прошлого года. Да, было решение, было постановление о сносе всех сооружений. На тот момент там только часовня была построена. То есть, соответственно, эта часовня... Вот по поводу часовни, извините, перебью. Насколько она легальна, я не знаю, к духовным таким вот конструкциям можно применять такое слово. Ну, насколько я знаю, чтобы внести какие-то изменения в конструкцию наших мечетей, да, построить новую мечеть, мы должны получить разрешение муфтията. Ну, да? Такая же схема и в отношении православных христианских памятников. Ну, вероятно, да, для строительства какой-то там квартальной церкви или еще чего-то нужно было бы согласование, наверное, но мне кажется, что если ты строишь часовню на своей территории, ну, наверное, тоже какое-то благословение надо получить. Вот. И, насколько я знаю, благословение это официально дано не было. То есть там собственник показывает какое-то письмо, но это письмо такое, что ну, мы не против. Не то, что мы там благословляем, а вы хотите стройте, хотите не стройте, как бы такое, да? Если правильно помню. А официального как бы благословения не было, насколько мне известно. Это первый момент. Соответственно, по решению суда эту часовню он должен был снести в 3-месячный срок. Что произошло от момента решения суда до начала нового строительства, вот это вообще для меня темный лес, потому что никаких документов мы не имеем, да, никаких отмен решений суда я, в принципе, не видел. Поменяли ли они функциональное назначение этой земли? Тоже неизвестно. Неизвестно, потому что, опять же, зеленая зона, никакое строительство там не разрешено.
Ну, вот это все, оно, с одной стороны, как-то все сшито белыми нитками, с другой стороны, оно все лежит под таким каким-то непонятным покровом темноты, что никто не может разобраться, как принимаются эти решения, а каким образом меняется охранный статус земли, каким образом происходит уменьшение территории охранной зоны Неаполя-Скифского. Это вообще непонятно. Никаких пояснительных записок, никаких заседаний методического совета при Комитете по охране культурного наследия. Потому что когда мы эту территорию подавали, список выявленных объектов культурного наследия, мы подготовили кучу бумаг, да, мы подготовили соответствующие документы после наших разведок, шурфовок на месте, обоснования. Пришли на методический совет при Государственном комитете охраны культурного наследия. Там были ученые, да, наши крымские археологи, были представители комитета, были представители там архитектуры, реставрации и так далее. И где-то час мы, наверное, заседали, я объяснял, почему эта зона важна, каким образом мы там нашли, что мы там нашли, насколько это все важно. И тогда решением этого методического совета при комитете было принято такое решение, что внести. Потом оказывается, что уже это не... Это 17-й год. 17-й, начало 18-го года. Вот, но, насколько я знаю, никакого заседания комитета опять не было, никакого методсовета при комитете не создавал. Просто вдруг что-то случилось, да, вот принято решение, что все это уже не памятник. После этого произошла вторая археологическая разведка. Да, были проведены еще разведки, которые... Заказал человек, который считает себя владельцем этого участка, он заказал новую экспертизу. И эта экспертиза была в его пользу, насколько я понимаю. Новая экспертиза пришла к таким, они не отвергают, что на части территории найден культурный слой. На части территории найден культурный слой, на части территории он уничтожен при строительстве пивзавода. Вот такая как бы формулировка. Вот. Это не значит, что он должен был все там опять начинать строить. Не дает основания. Речь идет о участке там масштабом хотя бы гектар. Да. Речь идет о каких-то 10 сотках. Поэтому говорить, что на части... это правильно, в принципе, да? Часть участка, она в результате деятельности пивзавода, там культурный слой, часть уже уничтожен. И то там надо все равно копать и понять, сохранился. Как можно сейчас говорить, что вот здесь стройте, значит... А здесь не стройте. Грубо говоря, вот оно поле. Вот здесь эти 10 соток, и на этих 10 сотках нет культурного слоя, а вокруг вроде бы как есть. Да. Самое еще важное в добавлении, вот я часто показываю, просто лично делал сам эту фотографию. Эта фотография была сделана на участке именно вот этой спорного участка, да. Хотя владелец нынешний говорит, что там ничего не было найдено, но вот однозначно документ. Более того, он присутствует в официальном документе, который был представлен и одобрен нам Государственным комитетом по охране культурного наследия, то есть рост человеческий на глубине где-то 160-170 сантиметров. Мы видим остатки кладки, очень аккуратные такие плиты, да, и фундамент. Но, это не культурный слой, это культурный слой. Причем он признан 2 экспертизами. А судя по всему, по масштабам нынешнего строительства, он уже уничтожен. Вот это очень важный момент. То есть мы можем говорить, что на других участках было, не было, пивзавод, не пивзавод. Но то, что вот последний год в результате нынешнего строительства уничтожен вот этот, судя по всему... Уже уничтожен. Да. Это уже не какое-то нарушение, это уже преступление. Это уничтожение культурного слоя. А завтра действительно нам будут говорить, что там же ничего не было. Ну, конечно, ничего не было. После вашего вмешательства, да. Ну и, соответственно, как бы завершая, да, в этом случае, что, на мой взгляд, необходимо юристы, там, прокуратура, не знаю, юристы какие-то заинтересованы в сохранении этого объекта, было бы очень неплохо. Вероятно, могут эту документацию запросить, поднять и какой-то уже вывод сделать. Во-первых, о законности выделения этой земли вообще. Это первое. Да. Что, когда, где это было. Потом собственно, как происходило изменение статуса этой земли. Да, это второе. Да. Ну и, соответственно, уже потом, исходя из этого, законности строительства на этой территории. И почему не было исполнено решение о сносе? Не было решения суда исполнено, во-первых. Во-вторых, почему не было соблюдено законодательство в области охраны культурного наследия. Это тоже один из важных вопросов. Да. Но, несмотря на то, что сегодня такая плачевная история с Калга-Султаном, у нас есть... Мне сложно назвать это позитивным опытом, но тем не менее опыт, когда мы смогли побороть и сохранить, либо этот процесс сохранения идет, все с тем же Кизлевским мусульманским кладбищем Ахтембей. Раскройте секрет,
Что сейчас происходит, и удалось ли вам поставить такую точку, жирную точку в этом вопросе? Говорят, что этот процесс у вас успешен. Насколько? Ну, на самом деле, точки еще ставить рано. Процесс идет. Здесь важно, самое главное, говорю, объединение людей. То есть в этом вопросе важно, чтобы никто не опускал руки. То есть общественность, да, возмутилась заявлением чиновников. Все это происходило очень активно. Это был как раз-таки предвыборный период, то есть накал страстей. И здесь такой прецедент, как бы общественность, само собой, возмутилась очень сильно. Вот. Был привлечен депутат Госдумы, отправил запросы в Генеральную прокуратуру, в местную прокуратуру. Также среди общественников была проведена работа, проводились собрания, то есть на которых однозначную позицию выражали как старейшины, так и молодое поколение, представители духовенства, то есть, ну, и так далее. Все однозначны были в этом вопросе. Включены в процесс, да? Включены в процесс, и все однозначно заявляли, что никакого там строительства быть не может. Никаких ледовых дворцов? Никаких ледовых дворцов. Я бы не успокаивался. Но на сегодняшний день, да. Потому что пока вы успокоитесь, они вот сделают точно так же, как сделали на Колгосол. То есть вы можете оказаться перед фактом. Успокоения нету в данном Поэтому случае. за этим процентом Здесь надо следить. Это не есть, что закончились и что они уже победили. Тишина в данном случае губительна. Да. В данном случае это такая же тишина, как была с Колгас-Султаном. Я думаю, что земля очень там ценная. Я знаю, где находится это кладбище, поэтому я хочу, там очень ценная земля. Поэтому дерибан этой земли может быть в интересах, тем более учитывая, что вот это не наше. Это не наше сакральное. Вот господин президент России очень много говорит о сакральном, о скрепах. А вот чужие скрепы, так сказать, скрепы автохронного Крыма, они не видят. Они продолжают греческий проект. И он продолжает существовать точно так же, как продолжает существовать мифология о предательских нациях и всего прочего. Это прикрытие, чтобы вот такие процессы проводить. В итоге? В итоге никто не успокоился, ничто не остановилось. То есть прокуратура в данном случае заняла очень яркую, однозначную позицию. Да? То есть они отработали данную ситуацию, то есть провели проверку. В результате этой проверки сейчас администрацией города Евпатория выдано предписание на постановку на кадастровый учет и как бы узаконить данный участок как историко-культурная территория. На данный момент этот процесс в Госкомрегистре идет. После того, как будет установлен уже статус земли, параллельно сейчас совместно там отделом архитектуры города и общественников идет разработка проекта этой территории. И больше того скажу, как бы говорят, нет худа без добра, да? Здесь, получается, столкнулись в момент вот этих всех активных событий, там высказывали некоторые личности мнение, что вот за счет бюджетных средств вы хотите там строить что-то, вливались вот такие моменты. В результате у нас на сегодняшний день ко мне обратились с намерением проспонсировать данную ситуацию предпринимателей из числа крымско-татарских активистов, предпринимателей. Да? То есть они готовы в полной мере взять на себя финансовую нагрузку в данной части и сформировать, согласно там утвержденному проекту, эту территорию. Проблема не окончена, на этом не заканчивается. Как бы мы говорим об одном участке земли. А там целый комплекс. А там еще есть два участка, которые каким-то образом внесли в градостроительную документацию в последние годы. Один участок с целевым назначением для коммунальных нужд, то есть там планировали построить КНС, да, канализационно-напорную станцию. Это абсурд вообще. Где кладбище и где канализация. И второй участок – это под спорт. Сейчас мы провели уже ряд встреч с представителями администрации. На данный момент в городе идет процесс сбора информации и по внесению изменений в градостроительную документацию, да, то есть в генплан города. От нашей общественной организации подготовили мы, получается, пакет документов. Вот сейчас по окончанию выходных мы подадим заявку и в процессе там общественных слушаний постараемся, да, то есть отстоять свою точку зрения, что нужно внести именно изменения в градостроительную документацию, чтобы предупредить все дальнейшие попытки, да, вот эти, то есть
скажем так, лоббистов строительной отрасли использовать эту землю. То есть в любом случае двигаться нужно в правовом поле. В данном случае силовики, в принципе, то есть в частности прокуратура вот на данном примере выполнила в полной мере, как мое мнение, да. То есть, поэтому здесь, если общественность поддерживает, если правильное формирование как бы мнения на местах, то есть озвучивать, не оставлять эту проблему, то, наверное, результат будет. Если умалчивать, то... Но мы плавно перешли к вопросу, что делать. Эдембей. С Ханским дворцом у нас был флешмоб в социальных сетях. Мы писали хэштегами «Сохраните Ханский дворец» и так далее, и так далее. У нас были обращения. Насколько это помогло или не помогло? И вот в случае с Калга-Султаном, каков должен быть набор действий нас, общественности, чтобы сохранить этот памятник? Ну, не знаю, насколько это помогло. Во всяком случае, после особенно большой критики вот этого покрытия, которое сделано на Большой Ханской мечети, они сейчас говорят, что будут даже изготавливать черепицу. Что, кстати, тоже не является решением. То есть возможность изготовления по старым технологиям черепицы, она существует, но это когда она покрывает несколько. Понимаете, вот за время, пока идет реставрация Ханского дворца, в Ходжа-Сала построен огромный комплекс, такой этноресторан. Посмотрите, какая там черепица. Старая. Да. То есть они выехали по Белогорскому району. Посмотрите, вот здесь этноресторан «Алеп». Он покрыт этой черепицей. Выйдите и посмотрите несколько вилл, которые новые построили на берегу моря. И увидите вы эту же черепицу. Они не привезли ее с Испании. Они сейчас, эти вот олигархи, сидят, наверное, и говорят, моей черепице 300 лет или 200 лет. Для них она представляет ценность. То есть она представляет ценность. Это одна часть вообще сохранения. нет научной базы, потому что в Москве научной базы по средиземноморскому архитектурному слою никогда не было. Но они никого и не привлекли. Даже здешний филиал Кремния проект они просто уничтожили. Вот он стоит на грани, сейчас вот там банкротства, я не знаю, как он там идет, но процесс ликвидации. То есть они не воспользовали ничего. Сюда приходят вот какие-то нувориши, зарабатывают деньги, меняют, вот собирают вот здесь буквально в самом же Крыму собирают персонал основной, и который работает там. Поэтому мы, когда говорим, удивляемся, что происходит. А происходит то же самое. Вот многие видели знаменитую Нюрнбергскую сцену, где сжигают книги. А ведь наше культурное наследие, наш библиотечный фонд втихаря был сжег, в том числе и научная литература. Я уже не говорю о том, что было уничтожено в XIX веке, а вот научная литература, даже вот эта поздняя, которая сохранилась еще с XIX века, она была уничтожена после депортации. И сейчас у меня складывается впечатление, что там наверху власти делят. Вот це наша, а це не наш. Разделяя власть. Да, то есть вот то, что происходит с Калга-Султаном, это четко сделать. Но если уж мы вернемся на секунду к Калга-Султане, я уверен, что в 2013 году такого решения не было принято. О выделении земли. Не было принято. После того, как вот этим, то, что говорил Нариман Бей, о том, что там должны были построить дворец, был очень серьезный разговор с Агеевым, нашего представительного органа, и решение было отменено. Это было сделано в 15 году. Задним числом продана земля вот этому коммерсанту. Вот почему у них не хватает духа сегодня взять. Как решается такой вопрос? Он решается же очень просто. Хорошо, мы тебе выделили землю по ошибке. Выбирай вот несколько участков, отсюда уходи, получай участок, мы тебе даем даже больше земли, чем здесь. Это мог решить на уровне главы Крыма. Можно было решить в один день. Нет желания. Нет желания, потому что там коммерческие интересы. И, во-вторых, это не наше. В центре города нельзя сохранить что-то такое видимое, не соответствующее мифологии русского мира. Вот ведь что происходит. Поэтому сегодня наша культура на обочине во всех пластах и в политических. Вообще наш народ из политической нации превратился в общность, такую замкнутую общность, которую
кому не лень, сегодня пинает, в том числе и руководство. И на этом уровне. Нариман Оджа, Эмиль Оджа, у меня к вам вопрос. Научное сообщество, в данном случае российское научное сообщество, ваши коллеги, вот все эти институции, да, археологические, исследовательские и так далее, насколько они могут вам помочь, насколько ваши коллеги могут поддержать в этой вот борьбе за памятники? Насколько эти мышцы прокачаны? Ну, у меня вот с собой есть некоторые документы, в частности, касающиеся событий 2015 года, когда вот встал вопрос с, значит, с Ледовым дворцом. И буквально сразу же, буквально в первые же дни начала строительства был проведен круглый стол на очень высоком уровне, и в результате которого город отказался от этой идеи Ледового дворца. То есть половина участка этого нынешнего должен был занимать Ледовый дворец. Ну, в принципе, тогда думалось, что как бы на этом и история закончилась. Но вдруг в 2017 году начинается строительство. Вот там, как выяснилось, еще 3, по меньшей мере, да, частным собственникам были выделены участки. А вот на тот момент казалось, что ну, все вот культурно, цивилизованно как-то все это разрешили. Это вообще интересный момент. Как так? Значит, некие частные лица продолжают строительство там, от чего отказывается город. Вот тоже как бы. Здесь очень много интересных, конечно, вопросов с этой всей историей. Но, как говорил Эмиль Оджа, у нас нет на руках всей этой документации. И вот сейчас задача, наверное, все-таки, чтобы юристы подключались к этому делу. И не один, не два, целая команда. Надо, наверное, чтобы сформировалась эта команда юристов, которые бы отстаивали, которые специализировались на вот этих памятниках нашего историко-культурного наследия. Тогда, может быть, мы, ну, не только мы, сейчас и этот собственник, он тоже столько вливаний там финансовых, а все это на глиняных ногах. Он прекрасно понимает, все прекрасно понимают, что это все, точка не поставлена. Более того, даже город вот судится до прошлого года, до 2020 года, продолжал, да, судебные эти все, значит, процедуры продолжались. Но в этом году принято противоположное решение. Опять же, говорит о том какой-то непоследовательности. Да? Я думаю, когда все будут материалы вот на столе, что называется, тогда эта проблема сама собой решится. Но это не те сигналы. Понимаете, вот когда идет посягательство на памятники такого уровня, это же сигнал такой. Провокация? Непонятно, вот, непонятно, что это провокация сейчас к чему-то. Но как бы общество цивилизованно ждет культурного разрешения этого всего, да, вопроса. Тем более суды как продолжаются. Ну вот август месяц, да, закончилось судебное. И уже к этому времени там стоит это огромное здание. Так к чему эта вся ситуация приведет? Да, вот общество ждет культурно-цивилизованного разрешения вопроса. Потому что это, я повторюсь, не то место, которое вот просто можно взять и вот застроить. Нет, это вызов исторической памяти, вызов это всему. Нельзя было касаться этого места. Нельзя было. Как это произошло? Почему? Что вдруг? Какая смелость овладела этими людьми? Непонятно. Я глубоко убежден. Большинство людей, которые были вовлечены в эту ситуацию, они прекрасно осознавали, что это памятник очень большой важности. И нельзя просто так вот войти в него и начать вот такой вандализм. Если это специально делалось, ну, тогда это как бы не согласуется вот с общей политикой, да, которая декларируется по отношению к историческому наследию. Ну вот мы сейчас в некотором так все недоумении. Тогда нас поддержали, кстати, не только крымско-татарские все ученые и общественность, поддержала и, значит, крымское отделение Российского общества исторического. У нас на руках все готовы документы для того, чтобы подключить к этому уже и более такие высокие научные инстанции. И я глубоко убежден, что ну, просто даже результатов раскопок 2017 года всем будет абсолютно достаточно. Всем будет абсолютно достаточно. Потому что ну, нонсенс это, он настолько виден. Все это очень очевидно. Эмиль Оджа, ваше мнение по этому поводу и вынос этой проблемы за пределы Крыма, насколько спасет ситуацию? Ну, на самом деле, мне кажется,
Дмитрий Романович говорил про круглый стол первый, да, который проходил там, в 2015 году, и потом несколько раз. А научное это сообщество целиком и полностью поддерживает в этом плане. И тогда высказывались однозначное мнение, что место нужно сохранять, место нужно изучать, и только уже после полноценного какого-то исследования, вот, ну, бывает, да, действительно такое, вот был дворец, ну вот его снесли, вот, ну, какие-то участки сохранились, какие-то нет. Потом нужно принимать решение. Будет это, опять же, зеленая зона. Построим мы там новый корпус для музея крымско-татарского культурно-исторического там, наследия. Или, не знаю, как Неаполю-Скифскому эту территорию, да, в качестве тоже какого-то такого продолжения включить. Потому что формируется такой вот кластер, да, историко-культурный, на котором можно и проводить воспитательную работу, и музейную работу, и, ну и, в принципе, там, туристов туда привозить, да, рассказывать про вот эту вот историческую часть, связь, там, Неаполь, Ахмечеть, Симферополь, да, вот это вот. То есть, и люди это поддержали. И я же говорю, что на научно-методическом совете присутствовали ведущие археологи Крыма. И они тоже поддержали, они видели эти материалы, они согласны с этими материалами были. И эти материалы, извините, сданы были, материалы раскопок, сданы в Музей истории города Симферополя. Идите посмотрите, они там лежат. Да, из этих там нескольких шурфов, которые мы провели, раскопали, немного материала происходит, но он есть. Этот материал, и он разновременный. И это и материалы периода, если говорить вот в контексте российской истории, крымских походов российских войск, да, а для нас это, собственно, вот время Крымского ханства. Там есть это все. Гидротехнические сооружения. Это все, с этим всем ученые согласились. А что касается выноса за пределы Крыма, то это, в принципе, конечно, логично, это напрашивается, потому что у нас действительно тот же Калгас Сахиб-Герай, да, крымский хан, в Казани правил, мы будем с казанскими коллегами на этот счет тоже связываться, разговаривать, потому что вот где-где, а там умеют ценить собственное культурное наследие, изучать его и сохранять. Извините, не везде сохранился дворец ханский, в Казани этого нет. Да, они там раскопки, они тоже по крупицам это все собирают. У них есть Казанский Кремль, но это не ханский дворец. А у нас и ханский дворец, да, и вот материалы дворца Калгис-Султана. Или посмотрите на Болгар в Татарстане. Там вообще, в принципе, сохранилось очень мало. Кроме мавзолеев, там и бань, там это на уровне фундаментов тоже. Ну так, извините, они Болгар внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКо. Чем хуже Калгас-Султан. Да, те же самые фундаменты, вот там просто раскопки, да, вот так, где-то деревянное строительство просто бревнами выложено, где-то каменные, там кирпичные кладки. Это все вот на высоте там не более полуметра. И это культурное наследие, которое достойно списка ЮНЕСКо. Почему мы это не можем делать? Почему мы не можем это исследовать и показать? Так что, конечно, за пределы это будем выносить. Я думаю, что общественники в этом плане подключиться и поддерживать, надо писать во все инстанции, и Министерство культуры федерального уровня, я не знаю, там, администрацию президента и кому угодно, потому что, ну, такие вещи, и это место действительно связано с такими историческими событиями, которые в мировом масштабе, не только в крымском или это общероссийском, а в мировом масштабе эти процессы исторически завязаны, значимы и... Относительно часовни, все-таки, буквально несколько секунд. Дело в том, что в состав дворцового комплекса входила мечеть Менгли-Герая. Предположительно, речь идет о конце 15-го, начало 16 века. То есть сейчас на месте предполагаемого нахождения мечети Менгли-Герая, сына основателя династии, вот, собственно, Менгли-Герай обустраивал дворец в Салачике, Девлет-Сарай. И там его мечеть сохранилась. Фундаменты, ну, она перестраивалась несколько раз. То есть аналогичное здание мечети было и здесь. И вот именно на месте, где существовала эта мечеть, сейчас строится часовня. Это вызов? Мне кажется, это вывод этой темы на какой-то межконфессиональный конфликт. Зачем это делается? Зачем посылаются такие сигналы? Откуда появилась эта идея с часовней? Она, наверное, отсутствовала в первом плане у нынешнего владетеля. Все это... Ну и вообще, в принципе, представьте себе, вот вы строите, это индивидуальное жилищное строительство, вы строите себе дом. Вы себе дома еще часовню поставите? Да. Так там она так не сказала бы, что прям маленькая. Вы поставите себе дома часовню? Может, примеры какие-то? Настолько это популярная практика, это не распространенная практика. Уровень богобоязненности тут мы не замерим, конечно. На лжи не может быть богобоязненности. На лжи не может быть богобоязненности. Используя документ, якобы подписанный митрополитом Лазарем, и говоря о том, что ничего не было на том месте, да, где однозначно существовало, на лжи нельзя. Ни часовни стоит, ни мечети, ничего. Я с вами абсолютно согласна. А вот эта ложь так называемого
археолога, который подписал, ну, видать, ему заплатили, он же там приносил какие-то документы о том, что существует археолог, по-моему, СТНУ, и он дал якобы заключение, что там ничего не сохранилось. Это тоже есть. Кстати, оценку этому человеку тоже в научном мире надо дать. Дело в том, что в документе он подтверждает как раз, что на части участка, то есть документ, в принципе, очень аккуратно составлен. То есть вот. вашим и нашим. Да. Он, видимо, был вынужден был поставлен такие условия. Вынужден был сделан, потому что деньги говорим не пахнут. как бы о реальности. Но он подтвердил. То есть второй документ, вторая экспертиза подтверждает наличие культурного слоя. Ни одна экспертиза не отрицала отсутствие вот каких-либо остатков и наличие, и подтвердила наличие культурного слоя. Я хочу, наверное, прежде чем мы перейдем к нашему традиционному разделу с блиц-вопросами, я хочу обратиться к нашей общественности, обратиться к нашим юристам и предпринимателям. Очевидно, что сегодня главным и единственным выходом из этой ситуации является включение группы юристов к разрешению этого вопроса. Без юридической поддержки, без помощи нашим ученым, нашим исследователям этот вопрос опять канет в лету, и мы потеряем комплекс Калга-Султана. Мы потеряем памятник нашей крымской, крымско-татарской культуры и истории. Блицы. Ахтембей, земля как память или как ресурс? Однозначно как память. Сагунас. Эдембей, реставрация памяти или реставрация совести? И то, и другое. Память мы должны сохранить, а совесть некоторым надо отреставрировать. Потому что то, что творится в Крыму, это неприемлемо. Сагунас. Эмильбей, государственная опека или общественный контроль? Здесь все должно быть гармонично. Государство должно выполнять свою функцию, а общество должно ему помогать идти по тому пути, по которому оно должно идти. Сагунас. Нариман Бей, что важнее, исследовать сейчас, что важнее, исследовать или защищать? И то, и другое. Опять же, это должно все Однозначного быть ответа параллельно. нет, да? Должна быть гармония. Более активно исследовать, и еще более активнее защищать. И еще третий пункт я бы внес бы. Нужно все это популяризировать. Нужно, чтобы это реально стало достоянием всего крымского общества и многочисленных миллионов туристов, которые приезжают в Крым. Чохсагунас, это был проект Меркес. До встречи в следующих выпусках.